Добрый вечер. У нас еще раз в гостях Бакыт Сайпаев. Мы в предыдущей передаче говорили о государственности, что в Кыргызстане не все ладится с не все ладится, и даже несостоявшееся государство. Такие были идеи. Главным препятствием к созданию, или я сначала представлю, да, что для тех, кто не смотрел предыдущую передачу, Бакыт Сайпаев, который у нас и является и врачом-иммунологом, и экономистом, и историком, и юристом, да, дипломированным. Да. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Мы в прошлый раз говорили о том, что государство не совсем состоялось, и нужны очень серьезные усилия для того, чтобы оно состоялось. И главным, наверное, одним из главных препятствий к созданию нормально функционирующего государства является все-таки коррупция, которая пронизала буквально все сферы общественной и государственной жизни. Да, вот откуда она такая появилась и так все сцементировала все общество снизу доверху, да, от малышей в детсаде до государственных деятелей, и что надо делать, чтобы это как-то изменить, и если не искоренить, то хотя бы куда уменьшить. Двигаться. Да. Да. Ну, для того, чтобы объяснить, что такое коррупция, надо объяснить, что такое трайбализм. А чтобы объяснить, что такое трайбализм, надо вкратце, вот, особенно тем, кто не учил на ИСТФАКе, просто совершенно по-простому объяснить. Вот, люди сначала формируют семейство, и это всем понятно. Эти семейства потом могут группироваться в какие-то кланы уже. Эти кланы объединяются уже в какие-то роды, а эти роды уже окончательно формируют племя. И откуда слово трайбализм? От слова трайб – племя. Вот. Так вот, племя – это некая совокупность родов, которая отличается какой-то общностью происхождения, имеют какие-то общие свойства культуры, языка, обычаи, традиций. Чаще всего имеют общее происхождение. Или от одного какого-то легендарного предка в виде человека, или, вот как мы говорили в прошлой передаче, многие племена ведут свое происхождение от какого-то тотемного животного. Вот в Африке есть, допустим, племена, там говорят, наш родоначальник крокодил, допустим, да, а у нас там были те же там бугу, сарыбагыши и так далее. Вот. Но в любом случае, вот эти племена потом начинают формироваться в народность. То есть отдельные племена потом собираются в народность и в основном живут на общей территории, имеют какие-то общие связи. И, естественно, формируется некий общий язык общения, какие-то общие обычаи и культура. И дальше надо сформировать народ. Народ – это же такая уже историческая общность людей, именно в первую очередь культурно-историческая общность людей, имеющих какое-то общее родовое, в общем-то, происхождение. Так вот, мы, кыргызы, до сих пор еще находимся на этапе перехода от народности к народу. То есть мы до сих пор еще национально не консолидировались в единый народ. У нас до сих пор еще есть некие трения между отдельными племенами, какие-то, значит, вспоминания, что какие-то племена между собой воевали, враждовали, или что вот географически мы северные, южные кыргызы. То есть мы еще окончательно до состояния народа не сформировались. Ну, идет эта национальная консолидация, тем более вот эти браки сейчас идут куда-сюда, и, в общем, как-то все это постепенно как бы формируется. Но процесс это не быстрый. А уж если народ переходит на такую общую политическую самоидентичность, да, на общую политическую культуру, то тогда формируется нация. Вот основная эта идея, вот, чтобы было понятно зрителям, ну, допустим, французы. Я какой-нибудь там, с севера Африки, с арабского Магриба, тунисец или алжирец, к примеру, да? Или я с Центральной Африки, там, с Сенегала, с Чада. Но я представитель бывшей колонии, да? Я вырос на французском языке, я учился во французской школе.
И я приезжаю в родную метрополию во Францию и говорю, я француз. Хотя цветом кожи, обычаями и прочим я отличаюсь. Но французы признают, говорят, да, ты француз. Потому что сформировалась некая единая политическая французская нация. То же самое с англичанами. Все бывшие колонии приезжают в Англию и говорят, мы Great Britain, и они соглашаются. Так же и с американцами. У нас пока этого нету. Вот так, чтобы мы сказали, что есть единая кыргызская нация, в которой в состав ее входят там и русские, и корейцы, и там, условно говоря, узбеки, таджики, там, те же дунгане и так далее, и что мы все сформировали некий единый кыргызский народ, как нация, мы еще далеки от этого. Мы даже сами, кыргызы, еще между собой окончательно единый народ, нераздираемый противоречиями, еще не сформировались. Поэтому я почему все это говорю? Потому что надо понимать, на какой стадии исторического развития находится наш народ. И тогда поймешь, что такое трайбализм и коррупция. Теперь Обязательно связаны трайбализм и коррупция? Обязательно. Да? Причем это просто две стороны одной медали. Вот для того, чтобы рассказать о трайбализме и коррупции, я даже взял вот этот известную цитату из знаменитого фильма «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы. Там какой-то из героев говорит, если моя семья за меня, то какая мне разница, кто против? Говоря современным языком, если я кыргыз и отношусь к племени там Бугу или Сарвагыш, или Сол, неважно. Да еще вот в селе, где я вырос, там в основном все мои родственники, там дяди, тети, братья, да. И если я что-то делаю для них, для всего рода, для всего клана, для всего племени, да, своего, то какая разница, что там в законе написано? То есть и морально кыргыз скажет, молодец, молодец. Хыин. Хыин, да. Но возьмем ту же Францию или там США. Там нет такого трайбализма, но коррупция есть? У них коррупция более тонкого как бы порядка. Она у них называется лоббирование интересов. Нет, вот. лоббирование другое. Да. Нет, они коррупцию как раз называют красивым словом лоббирование и фактически занимаются коррупционными действиями, но это уже не связано ни с племенем, ни, так сказать, с твоим происхождением. Ты там, может быть, итало-американец или там афроамериканец, но ты вполне можешь участвовать в неких коррупционных связях, потому что все повязано общей прибылью. Закон о лоббировании тоже есть. Нет, закон, если лоббируется, это уже немножко из другой оперы. Все-таки вот вернемся к нашей форме перволизма. Фактически трайбализм, наш трайбализм, это племенной или этнический сепаратизм. То есть каждое племя думает, а мы-то лучше. Вот как у Оруэлла, все равны, но есть кто-то равнее. Да, мы все кыргызы, но мы же про себя знаем, мы же бугинцы лучше. Или мы же сарвагыши лучше, или еще кто-то там, да? И это как бы подспудно сидит в подсознании наших кыргызов. Поэтому трайбализм это фактически ты действуешь в интересах своего клана, своего рода. И у нас чем она очень интересна, наша именно коррупция и трайбализм? Она очень похожа на мафию. Ведь мафия это некая преступная группировка или организация, которая формировалась сначала как некая семейная общность. Они все были члены одной семьи. А потом уже начинали кого-то включать, а потом в мафию уже государственные чиновники подключались. И образовывалась некая преступная группировка мафии. Так вот у нас очень похоже, потому что у нас в первую очередь сначала кланы формируются, кланы. Кланы выдвигают своих людей на политическую деятельность. Те потом подтаскивают своих. Кого там можно... там братишки, сестренки, племянники, всех, кого можно воткнуть в аппарат. Там. Вот у нас были интересные случаи, даже в советское время. Ну, допустим, в Академии наук в основном были иссыкульцы. Я всегда смеялся, говорю, что за у нас такой одаренный народ иссыкульцев? Все в Академии наук, все ученые. Хотя бывали случаи другие, но это не важно. Попал я в милицию, я тащу всех племянников в милицию. После себя оставляю гроздь 30, 40, 50 человек. Они все спаяны именно родственными, клановыми отношениями. И, естественно, они могут организовать мафиозную группу, которая действует
тайно, где надо подкупом, где надо силовым воздействием, а иногда формирует как боковую веточку и ОПГ. Мы все прекрасно знаем, что у нас есть свои ОПГ. В Японии многие вот эти корпорации, они семейные, да, на родственных связях основанные. И это очень, как бы сказать, укрепляет эти корпорации. Да, да, но у них была этика самураев, честь превыше всего. И вот действительно и государственные корпорации, транснациональные корпорации Японии, и вот эти южнокорейские чеболи, вот они тоже семейно потом государственные стали, да? Они сыграли очень большую роль в формировании экономики и Японии, и Южной Кореи. Но там, если нарушил слово, смерть. Если господин умер, сиппуку делали себе. Ну, это давно. Ну, это как раз это честь самурая и верность тому клану, скажем, князя Такеда. Вот князь Такеда умер, я его самурай. Я иду тоже на смерть, ну, так сказать, признавая свою верность господину. И примерно такая же ситуация у японцев. Если они попали в какую-нибудь компанию, то в первую очередь они должны проявить лояльность. Вплоть до того, что если вдруг выплыли, не дай бог, какие-то неблагонадежные дела, то лучшее, что я могу сделать, покончить самоубийством. Меня с честью похоронят, и, значит, моей семье окажут содействие. Очень, кстати, похоже и на мафиозные аспекты, когда часто... Но это помогает развитию Ну да, но общему. мы же все люди, у нас единая психология это во всем мире. Просто она вся канализировалась в разные стороны. Она может уходить чисто в преступные дела, вот как знаменитая сицилийская или калабрийская мафия, да? А может выходить на вот такие высокие уровни сублимации, вот более высокого уровня, там, родовая честь, достоинство, верность клану, опять же, верность своему ордену, там, самурайскому, в конечном итоге императору, там, Японии. То есть это все по-разному. Но недаром в Японии тоже есть якудза, японская мафия, правильно? Вот. Ну вот, Крыловский, почему трайбализм, опять мы не доросли до того, чтобы этот трайбализм обернуть в плюс. Вот дело в том, а для этого надо же развить государство, а государство мы не можем развить из-за трайбализма, и у нас начинается замкнутый круг. Вот вкратце, трайбализм мы изживем только в случае, если большая часть кыргызов выйдет из села, перейдет в город. В городе это начинает нивелироваться. Но это долгий процесс, и поэтому я вот перехожу к некому закону. Ну, из села имеется в виду сельский вот этот менталитет, чтобы ну вот я сейчас объясню. Да? Значит, вообще в науке, особенно вот биологии, антропологии, значит, в демографии, в социологии, да, в этнографии существует такое понятие «закон трех поколений». О чем речь идет? Что если ты живешь в одном месте, в одной экологической нише, в одной специализации, и надо сменить это, обычно нужно не менее 3 поколений. Это что значит? Если я был кочевником, то надо минимум пройти 3 поколениям, чтобы окончательно ментально твои уже правнуки стали оседлыми, чтобы их не тянуло все время, как цыган, значит, кочевать. То же самое, если я, допустим, перешел от сельской жизни к городской, то чтобы ментально я прекратил думать как сельский житель, и у меня вот эта пуповина с селом оборвалась, да, то это же видно на наших поколениях. Допустим, у меня отец родился в городе, и я уже с ним ездил в родное село, но в жизни лишь 2-3 раза. А мой сын вообще там был, по-моему, 1 раз. А его внук, да, мой внук, это уже правнук, вообще уже не будет знать этих корней. Он уже будет как бы мыслить категориями всех кыргызов в целом, а не конкретного села, конкретного рода племени, откуда он произошел. А для этого нужна урбанизация, то есть переход к городскому образу жизни. И это объективный процесс во всем мире. Но у нас до сих пор 65% кыргызов официально, только официально живет в селе. А сейчас в современном Бишкеке примерно 80% населения, которые уже считают себя горожанами, они приехали 10, 20, 30 лет назад.
То есть они еще ментально не оторвались от своего села. Их дети уже, которые живут, растут в городе, уже меньше будут этому подвержены. А их внуки еще... И вот должно пройти 3 поколения, чтобы окончательно сменить уклад, профессию и так далее. Или, допустим, формирование трудовых династий. Вот это особенно видно, вот, допустим, среди врачей. Там. Вот взять этого Мясникова, ведет передачи о здоровье, да? Он там уже, по-моему, в 4-м поколении медик. Когда-то у него прадед начинал, как земской врач, потом дед, потом отец, и он сам. Вот сформировалась профессиональная династия. Коррупция, вот это сельский менталитет, он больше подвержен коррупции? Сельский менталитет больше подвержен трайбализму. А неотъемлемой частью трайбализма значит, является использование родоплеменного уклада и родоплеменных связей. И для людей, которые мыслят с точки зрения трайбализма, закон не так важен. На Западе в первую очередь соблюдать закон. А для кыргыза важнее соблюдать законы трайба, то есть своего племени. Ты можешь сделать даже что-то противозаконное, но если это на пользу твоему племени, вот как он говорит, если моя семья за меня, то какая мне разница, кто против? Ну вот чиновник в министерстве каком-то, для него без разницы, пришел к нему Саяк или Сарбагыш. Он занимается с ним спокойно коррупцией, независимо от того, к какому трайбу относится. Ну, это не совсем так. Во-первых, он все равно не знает племенем. Узнает, не узнает, вот. Какая разница. Во-вторых, он обязательно постарается найти какие-то общие корни завязки, чтобы не сгореть, чтобы это не была подстава, чтобы это не был засланный казачок. И лучше, чтобы это были какие-то все-таки связи. Если не чисто племенные, что он с того же племени, ну там типа Таныштар, Кудалар и так далее, всегда это подстраховывает чиновника. И он вот так, если ты с улицы пришел, он с тобой вряд ли будет иметь дела. Он формально, вежливо с тобой будет все говорить как по законному. Но если ты найдешь к нему ключик, если ты заранее знаешь, сен тиин баласы экенсиң да? Или там, бул менин досум да, биз чогуу отурганбыз там где-нибудь. Ну, досум это уже не трайбализм. Ну да, но это тоже одна из ступеней, потому что в трайб же не обязательно входит чистое племя, оно потом начинает подключать и неплеменных. И потом оно доходит до той формы мафиозных группировок, где представители разных наций, социальных, но все объединены какой-то общей идеей. То есть все начинается с кровного родства, с некой племенной как бы ядро. Отец-основатель, крестный отец. А потом, когда она разрастается, такая империя, она уже может включать в себя и не обязательно людей, которые связаны с тобой, с твоим племенем. Вот. Если это, как говорится, идет на светлом пути добра, то формируются вот эти корпорации японские или корейские. А если на темном пути, формируются настоящие преступные мафиозные кланы, и одно из их орудий действия – это организованные преступные группировки. Поэтому это как бы… Допустим, приезжает разрабатывать Контер, зарубежная компания. Она коррумпирует наше чиновничество. Причем здесь трайбализм? Ну да, но наше чиновничество старается коррумпироваться согласно законам трайбализма. Хотя потом она может объединяться и в надтрайбалистические, так сказать, группировки. Это же все постепенно. Мы же говорим об истоках. Это же не так. Истоки, ладно, а вот современная коррупция, она с трайбализмом не совсем, наверное, связана. Конечно, она уже впитывает некие современные формы, которые свойственны коррупции на Западе, конечно. Она же, вот она как раз у нас формируется, развивается, изощряется, находит все более какие-то обходные пути, лазейки в законе. Или есть такое негласное телефонное право, мы все его знаем, в устной форме. Позвонит и скажет, надо вот так сделать. Как искоренить коррупцию? Как бороться? Ну, для этого надо в первую очередь с точки зрения государственного управления добиваться полной транспарентности, то есть прозрачности в решениях. Для этого нужны вот эти электронные правительства, цифровизация и так далее. Во-вторых, чиновников надо максимально отделять от людей, которые что-то хотят. Чиновник не должен обладать как бы функциями «я тебе разрешу» или «нет».
по идее, все законы надо так формировать, что можно все, что не запрещено законом. А у нас сейчас наоборот. Получается, что человек не может ничего сделать без высокого, так сказать, соизволения чиновников. Надо формировать вот эти самые единые окна, где все предельно абстрагировано, идет документооборот, да еще желательно, чтобы это был электронный документооборот. Тогда его все видят. Чиновникам тогда сложно что-либо сделать. Если я иду по закону и все выполняю, ну как он с меня попросит откат? Я, честно говоря, и сам не хочу давать никаких взяток, да? Мне бы просто сделать то, что мне полагается. А нет, на местном уровне начинается, ай, там, чай, пай, гульчатай, надо обязательно, мол, отметиться, с кем нужно поговорить. Ну как ты будешь работать, если тебя никто не будет защищать? То есть тебе навязывают некую крышу и так далее. Вот это как бы у нас откуда формируется. Вот я тут просто сейчас скажу, чтобы было понятно, вообще откуда мы пришли. В царской России в 1867 году было, так сказать, установлено разделение кочевого населения Туркестана, то есть Средней Азии, на волости и аилы. И тогда были образованы 101 аил и там 5-6 волостей. Вот только с этого момента начался процесс оседания. Дальше, значит, вот где-то к началу 20 века лишь примерно 5% перешли к оседлому образу жизни. То есть исторически это мгновение. К 2020 году, ну, примерно 20% кыргызов перешли к оседлости. И только вот после, как с 20-х годов начался этап массового насильного оседания кочевого населения, в том числе кыргызов, казахов, да, были проведена земельная реформа, крестьянам дали поля, дали сельскохозяйственный инвентарь, дома с постройками. Откуда это они взяли? Они конфисковали это у кулаков русских переселенцев, местных феодалов, байманапов, и раздали. И с этого момента началась оседлость. А вот с 30-х годов, когда началась сплошная коллективизация, вот тогда окончательно кыргызы осели. То есть лишь к началу 40-х годов кыргызы окончательно поголовно перешли к оседлому образу жизни. Лишь к началу Второй мировой войны. То есть этот процесс тоже занял достаточно такой срок, ну, 30-40 лет, начиная с 867. Там 30, и здесь 40, ну вот даже, считай, ну, полвека оседали кочевники, пока окончательно не осели. И то 3 поколения еще надо пройти ментально. У нас еще до сих пор ген оседлости в голове есть. Мы же легкие на подъем. Почему мы так быстро уезжаем? Кто в Россию, кто в Казахстан, кто в Европу, кто в Америку. Потому что ментально еще это очень длительный процесс, чтобы вот так. А потом современные тенденции современного Запада, они наоборот формируют еще вторичные гены кочевничества. Вот в Америке, допустим, подсчитано, ну, 5, 6, 7 раз человек за жизнь переезжает с места на место, меняет работу. То есть там тоже начинаются кочевые тенденции из-за глобализации. Более того, я сегодня работаю в Америке, завтра я могу уехать в Австралию. Ну а почему нет, если мне дали выгодное предложение по работе? Вот так сейчас мыслят люди. Нет, допустим, да, но как коррупцию победить? Ну вот я же говорю, для того, чтобы нам победить коррупцию, во-первых, нам надо, чтобы большая часть кыргызов перешла жить в город. И в городе пожила минимум 3 поколения. А куда деть сельхозпродукция, сельское хозяйство? Но на Западе же 5-7% населения дают избыток сельхозпродукции, а у нас 65% до сих пор живет в селе. Это о чем говорит? Датируется, все это датируется, вот эти 5%. Они не прибыльные, они получают субсидии государственные. Они неприбыльные с точки зрения финансовой состоятельности. Их специально стимулирует государство, чтобы им было выгодно работать. Но они же выдают на гора такой избыток сельхозпродукции, что иногда выливают молоко в реки, иногда демонстративно выбрасывают виноград и яблоки, потому что у них переизбыток продукции. Это другой вопрос, что если бы их не датировали, им вообще было бы невыгодно работать. Нет, допустим, работать. все, да, допустим. То есть, я о чем говорю, что нужно поднять уровень сельского хозяйства до уровня
высокой механизации, высокой технологичности. И коррупции не будет? Причем тут коррупция? Высокой, значит, производительности труда. Тогда не 65% населения, а, условно говоря, 5% населения Кыргызстана будет кормить наше все остальное население. Естественно, если государство будет покупать им зерно, обеспечивать твердые закупочные цены, помогать им приобрести сельскохозяйственное оборудование, давать им научные рекомендации по, допустим, борьбе с эрозией почв, по внедрению правильному, значит, тех же удобрений. Если вот, как, допустим, в Канаде, в Америке, на уровне государства фермерам советуют на ваших землях лучше выращивать вот такие-то культуры или вот таких-то животных, это же еще ничего не получают наши сельские жители. И тогда лишь 5%, условно говоря, будет кормить весь Кыргызстан, а 95% должны прожить в городе и не менее 3 поколений. Вот тогда связи племенные начинают обрываться, в городе идет обособление, ты уже... Там действительно может возникнуть другой вид коррупции, связанный просто с извлечением прибыли. Но, по крайней мере, я уже не буду рассуждать. Я в первую очередь должен сделать для своего племени, даже если я нарушу закон. Потому что в городе человек уже 100 раз подумает, скажет, лучше я по закону все сделаю, буду жить спокойно и спать, уплатив все налоги, спокойно спать, чем я буду, значит... А вот эта связь, что лучше сделать для племени, чем для закона, связано с тем, что у нас поголовно все пронизано родоплеменным укладом. Все друг друга могут покрыть, все друг другу могут позвонить, все друг друга могут устроить, все друг друга могут, если надо, помочь там с той или иной ситуации, неформально, кыргызча, по-родственному. Вот. Означает ли это, что городское население менее коррумпировано, чем сельское? Это означает ли, что меняется форма коррупции. Если раньше коррупция основана чисто на кровном родоплеменном происхождении и общности, то в городе формируются другие изощренные этапы коррупции. Мы же знаем, что на Западе, даже в самых развитых странах, коррупция все равно есть. Но другое дело, в каких она масштабах, и как она приветствуется или не приветствуется, преследуется или не преследуется. И многие, допустим, там крупные политические деятели, ну, вот бывают случаи, когда их снимают только за то, что он там с женой пролетел за счет какой-то фирмы куда-то, слетал и вернулся. У нас же это, ну вообще, это разве коррупция? Это же адамгерчилик по-нашему. Поэтому как бы с коррупцией всегда надо бороться. Это вот как сорняки, они же все время растут. Если ты будешь регулярно следить и выпалывать сорняки, будет красивый газон. Если ты оставишь в покое, то бурьяном, сорняками снова начнут все зарастать. Кыргызстан пока на самой низшей, скажем так, трайбалистской стадии коррупции. До более высоких уровней коррупции. Нет, ну почему? У нас некоторые чиновники уже дорастают до таких форм коррупции. Они же развиваются тоже. Они Значит, и та, и другая коррупция есть, не только трайбалистская. Да, конечно, конечно. И особенно если они вступают в взаимодействие с определенными компаниями, государствами. Ну, например, вот что далеко скрывать. Китай, когда к нам приходят китайские компании, они готовы любого коррумпировать? Они, пожалуйста, если скажешь по-честному работать, они с тобой будут по-честному работать. А если они видят, что можно по-азиатски что-то сделать, они будут по-азиатски работать. В этом же и сила китайского бизнеса. Ну, поэтому все-таки не только трайбализм. Или для Кыргызстана настолько отсталое общество, что у нас трайбалистская коррупция. Ну, у нас в основном корни коррупции пока что сидят в трайбализме, поскольку мы еще от трайбализма окончательно не освободились. Я же сказал, мы еще на этапе, мы еще на этапе формирования от народности просто в народ, в единый некий народ. У нас до сих пор внутри еще до конца не как бы сформировано вот это понимание общности, что мы единая культурно-этническая общность. А о нации я уже не говорю. Какая там сейчас нация? Поэтому это у нас очень осталось буквально 3-4 минуты. Ну, вот как бороться? Да, я вот сейчас... Прозрачность. Во-первых, надо было бы добиться... Вот мы добились того, что у нас примерно с
так сказать, с 60% русских и русскоязычных осталось примерно 12-15%. То есть мы добились 4-5 раз того, что они уехали. Лучше это от этого стало или нет, это вот история рассудит. Коррупция здесь как? Коррупция у нас расцвела, потому что при русских она не была такой явной. И вообще как бы влияние Москвы сдерживало вот этот весь наш подспудный менталитет и родоплеменной уклад, он сдерживался сверху советским обществом. Как только это было убрано, у нас сразу буйным цветом все это расцвело. Вот. И вот поскольку осталось мало времени, я не буду долго объяснять, что тут произошло, но смысл такой. Во-первых, мы идем к моноэтничной республике. Вот хорошо или плохо, не знаю. Вот мы примерно превращаемся в модель, как Узбекистан. Если так будет продолжаться еще 30, 40, 50 лет, и мы почти достигнем 100% кыргызского населения. Вот. С одной стороны, это плохо? Ну, вот с одной стороны, это хорошо, потому что в начале 20 века, особенно после восстания 16 года, нас меньше миллиона оставалось. Сейчас нас где-то уже под 6 миллионов. И в этом 6 плане... миллионов 700 тысяч. Ну, это сейчас не важно. Важно другое, что сейчас уже нет сомнений, что кыргызский этнос не вымирает, кыргызский этнос не утратил своей национальной идентичности, кыргызский, значит, этнос не утратил своего культуры, языка. И это все хорошо. Но с другой стороны, в советское время примерно 75-80% кыргызов владели более или менее сносно тем же русским языком, а сейчас цифра перевернулась. То есть те же примерно 75-80% кыргызов плохо владеют русским языком. Им все труднее объясняться. Я уже об английском не говорю. На русском им все сложнее объясняться. И у меня много друзей вот в России, они говорят, это прямо заметно, что вот в начале, после распада Союза, приезжали такие очень грамотно на русском говорящие кыргызы, а сейчас, говорит, с трудом объясняются. С трудом. Поэтому... Коррупцию как надо победить? Я не знаю. Это как бы такой вопрос в лоб, как победить коррупцию, это примерно вот как... Ну, в наших условиях. Кроме того, что надо городским стало население. Ну как? И прозрачность мы еще назвали, да? Да, прозрачность и городской мало. Впускать инновации, впускать иностранцев, впускать иностранные проекты экономические, добиваться введения международных стандартов ведения бизнеса, переход на современные формы государственного управления, ведь наши управленцы абсолютно некомпетентны и не знают, как себя вести, и не знают, как реформировать. Вот это все будет порождать снижение уровня коррупции. Но это очень сложно. Вот если, так сказать, вот сейчас у нас состояние всеобщего упадка, ну куда ни возьми, и образование, и здравоохранение, и госуправление, и наука, и искусство, все пришло в упадок, да? И вот все надо впустить в себя сюда. А для этого вот все-таки надо сказать, и это будет очень спорно, но все-таки я это скажу. Нам очень сложно это сделать. И это как бы, может, я даже этим самым оправдываю нас, как кыргызов. Мы страна цивилизационных разломов, причем она исторически на разных уровнях. Вот я просто скажу, в чем. Во-первых, я уже говорил, что исторически Кыргызстан был перекресток цивилизаций, различных влияний разных народов, разных цивилизаций, разных религий. В первую очередь это китайцы, там, арабы, русские, да? Потом еще пришли там другие товарищи, да? Теперь, сама география Кыргызстана обусловила разделение кыргызов на северных и южных. Условия климатогеографические, условия жизни совершенно были разные. Поэтому менталитет немножко по-разному сформировался. И надо добиться вот этого формирования народности в народ. Значит, геополитически, как я уже говорил, северные кыргызы с частью казахов добровольно вошли в состав царской России, да? А южные сидели в Коканде и совершенно не хотели входить. Дальше Коканское ханство завоевало север, и северяне хотели избавиться от гнета Коканского ханства. Вынуждены были обратиться к военным, которые сидели в городе Верном, в Алмате. И совместно уже начали изгонять коканцев. Вот сначала Пешпек, потом значит, Джамбул, вот, а дальше уже Чимкент и дошли до Ташкента. То есть это все накладывает вот эти разломы, мешающие нам скорее национальной консолидации.
Дальше, восстание 16 года. Больше всего пострадали северные, потому что оказали самое большее сопротивление и больше всех подверглись гонениям. А южные более-менее пересидели вот вместе с узбеками и таджиками. Хотя начиналось там, мы уже как-то обсуждали, в Хадженте, да? Вот. Дальше, на севере Кыргызстана советская власть установилась достаточно быстро, уже в начале 20-х годов. Население в основном поддержало. А на юге басмаческое движение продолжалось до 40-х годов. Вот у нас мало кто знает, что британцы просто перестали финансировать. И последний отряд басмачей, по-моему, Салая, ушли в Кашгар аж в 1942 году, уже когда война шла. То есть басмаческое движение так долго сохранялось на юге. У нас время. Да, сейчас последнее, что скажу. Мы раздираемы вот этими религиями. У нас до сих пор есть, так сказать, влияние христиан, и часть северных кыргызов, даже какие-то неформальные вот эти течения, секты Иеговы, там, адвентисты седьмого дня, часть кыргызов переходит в это. А часть кыргызов не просто мусульманизируется, а радикально. И мы видим самый культурный разлом. Вот это бросается, почему на это обращают внимание иностранцы. Все-таки больше северных кыргызов тяготеет к Западу, а именно к европейской, к американской культуре, а южные больше тяготеют к Востоку, в первую очередь к центрам ислама, арабского мира. И мы это видим на улице. Идет одна какая-нибудь девочка вообще в шортах, вообще в маечке, да еще может при этом курить, да? И в какой-нибудь бейсболочке. А рядом идет такая же девушка, одела никап или там чуть ли не паранджу с чачваном. Вот мы как бы... Мы место, раздираемые влиянием разных течений, культурных, религиозных. И, естественно, в таких условиях нам очень сложно консолидироваться и подняться. Вот. И последнее, мы являемся наиболее слабым звеном в цепи стран Центральной Евразии, то есть бывшей Средней Азии, Казахстана. Из-за перманентной или, как говорят, бесконечной постоянной политической нестабильности, мы уже 3 псевдореволюции пережили, и абсолютной экономической несостоятельности. К нам не прививается ничего нового, мы отторгаем это, мы переходим в самоизоляцию, мы не хотим притока иностранного капитала, мы не хотим, чтобы к нам пришли крупные компании, мы не хотим внедрять передовые методы ведения бизнеса. У нас идет подспудное сопротивление той же цифровизации. Сколько лет мы говорим о цифровизации? Но самое-то главное, все говорят о цифровизации, как будто цифра вот, магически преобразует экономику. Ведь это оцифровывание должно быть объект оцифровывания. То есть должны быть бизнес, какие-то бизнес-процессы, которые уже формализуются через оцифрование. А этого же всего ничего нету. Все это еще надо создавать. Поэтому, к сожалению, я был бы рад сказать что-то хорошее. Единственное, я могу напоследок сказать оптимистический вывод, что если кыргызы просуществовали 3000 лет, я надеюсь, еще в ближайшие 1000 лет уж точно кыргызы просуществуют. Но, если серьезно, есть серьезная угроза распада государства. И нас с удовольствием север и юг поделят или наши соседи, или будем мы формально числиться членом ООН, но будем намертво пристегнуты к лошади, мчащейся с востока на запад, который называется «Один пояс, один путь». То есть Китай нас жестко может пристегнуть. Именно вот им меньше всего интересует наша государственность. Территория, где можно проводить товары, торговать. И их очень, кстати, интересуют наши ископаемые. Они тоже с удовольствием это будут разрабатывать. Поэтому я же повторяю, вот и в той передаче я говорил, единственная надежда, если начнется самосборка евразийского пространства в виде союза евразийских государств, тогда мы могли бы сохранить не только государственную идентичность, но и были бы вынуждены включиться в те большие экономические процессы, которые бы были запущены в едином изолированном регионе Центральной Азии. И в этом наш шанс. Будем надеяться на лучшее. Спасибо большое. Мы говорили про коррупцию, и получается главная причина, что коррупция... Архаичность нашего мышления. Архаичность мышления и то, что единый народ еще не окончательно не сконсолидирован, не сформировался. Спасибо большое. У нас в гостях был Бакыт Сайыпаев, экономист, историк, юрист и иммунолог. Спасибо большое. До свидания. До свидания.